Наш эфир продолжают новости из студии «На открытом воздухе». Это News on Air, и я его ведущая Надежда Саханская. В этом выпуске мы расскажем вам о том, что происходит в республике. Наши корреспонденты поведают о предстоящих мероприятиях в Якутии. Мы поговорим о погоде и, конечно, расскажем о творческих личностях нашей республики. Положительное заключение по программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке получили 18 якутских проектов. В целом в программу вошли 124 территории в 37 муниципальных образованиях Якутии, в том числе 75 территорий в столице республики. Строительные работы стартуют 1 мая, все объекты будут введены до 1 ноября этого года. В проектах предусмотрены достаточное освещение, озеленение, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, зоны с оборудованием для игр и занятий спортом. Дворы будут расположены не только в городах и крупных селах, но и в небольших труднодоступных населенных пунктах. Среди планируемых к воду объектов мини-парк в селе Амагарас Горного района, парк Кунькю в селе Андреевский Верхневилюйского района, также благоустроят дворовые территории в поселке Сангар Кобяйского района, в Ленске парк культуры и отдыха в селе Булгуняхтах Хангаласского района. Напомним нашим зрителям, что в ближайшее время в Якутии начнется молодежный фестиваль «Муусустар», участники которого на этот раз смогут проявить себя в 19 различных треках. 3 из них направлены на развитие культуры и искусства. Так, в рамках трека «Музыка Якутии» будет проводиться вокальный конкурс, где участники должны исполнить патриотические песни. Также жюри будет оценивать выступления хомусистов. В прошлом году это мероприятие прошло под названием «Весенние ритмы», а в этом году любители варганной музыки соберутся на конкурсе «Хамус Вижн». На данный момент 44 человека проявили желание участвовать в престижном конкурсе. Также в этом году впервые будет организован трек «Танцевальный квартал». Новое направление «Танцевальный квартал». В прошлом году его не было. Организуется конкурс танцевальных коллективов «Созвездие танца». Очень большая активность, более 150 заявок из очень многих улусов и районов и городов нашей республики. По положению допускаются участники разных, абсолютно любого стиля танцевального жанра. Победителей мы увидим на заключительном концерте, который состоится 26 числа, 26 марта на основной сцене комплекса «Триумф». Там выступят также победители и «Сулустар», и «Хамус Вижн», и «Танцевального квартала». Однако не только фестиваль. Одно из ожидаемых событий этой весны. В Якутск привезли уникальную коллекцию картин из Приморской картинной галереи. 16 произведений голландских мастеров 17-19 веков выставят на показ в день открытия галереи зарубежного искусства 25 марта. Здание 1909 года постройки полностью обновлено. Современные технологии позволяют обеспечить соблюдение соответствующего уровня влажности, вентиляции, необходимой для хранения живописных полотен. Специалисты Национального художественного музея сейчас готовят экспозицию Приморской галереи к показу якутскому зрителю. Масштабная выставка приурочена к столетию якутской автономии и является одной из крупных передвижных за последние 15 лет. У нас появилась новая климатическая система, которая позволяет соблюдать специальный режим в помещении, который требуют экспонаты. Есть специальные требования к влажности, к температуре, которая должна быть в помещении, где экспонируется произведение изобразительного искусства. И мы теперь можем в этом помещении, галереи, принимать выставки из наших крупных музеев, и российских, но, может быть, и зарубежных, которые согласились бы привести к нам работы, и представлять выставки из других крупных музеев. Продолжим говорить о творчестве. Не секрет, что у нас в республике много талантливых людей и увлеченных своим ремеслом. Это относится и к героине нашего следующего сюжета, мастеру авторской куклы Харчан Бапагай. Она поведала о том, как появляются сюжеты произведений, каковы возможности художественной обработки глины и что служит вдохновением для создания новых кукольных образов. В гости к кукольному мастеру съездила Ирина Григорьева. Начинаю набирать мышцы. Это я леплю Юринола из Олонхо. А вот у меня Туярмако в процессе. Лепить с нуля. Смотреть, как рождается лицо и тело.
Вот так из рук кукольного мастера Харчана Баппагай рождается сказка. Процесс создания куклы сложный и долгий. Муза переносится на холст, эскиз на глину, кусочек за кусочком, и начинается волшебство. Кукла оживает, обретает черты, характер, а затем и душу. Свой путь от любителя до мастера, признается Харчана, был таким же – сложным, тернистым, но сказочно интересным. В 2015 году, когда старшая дочка была маленькая, 3-летняя девочка, мы с ней вместе играли, придумывали разные развивайки, и в один день я искала новую идею в интернете и наткнулась на статью про известную нашу российскую кукольницу. Там были фотографии ее работ, фарфоровые шарнирные куклы. И я просто была в восторге, как человек может своими руками сделать такое, сотворить вот маленькие копии людей. Так интерес превратился в дело, а ежедневный труд в ремесло, благодаря которому в течение 7 лет рождаются шедевры. Кукольный мастер – это и художник, модельер, дизайнер и скульптор, и даже ювелир. Особенно при росписи лица, где нужно передать самое главное – эмоцию и настроение. Фотографии работаю и иногда требую видеозапись, чтобы понять вот вообще 3D фактуру, объем. И иногда вот не отправляют. И тогда очень сложно по некачественным фотографиям работать, но мне всегда удается. Как будто сошли со страниц детских сказок. Живые, яркие, настоящие. Лесные девочки, обитающие в сказочном лесу, плачущий мальчик, слепленный из образа сына, и образ отца, учителя, актера и художника. Мастер не только воплощает в реальность придуманный образ, облачая куклу в костюм, но и вкладывает в нее свою душу. На изготовление одной куклы уходит около месяца. Мастерица добивается не только внешнего сходства с заказчиком, но и старается передать внутренний мир человека. Мастерица делает не только куклы, но очень интересные экспозиции. Например, она сделала вот такую кухню в миниатюре. Дома в миниатюре и предметы быта – еще одно интересное направление, где Харчана также находит свое вдохновение. Максимальная достоверность в миниатюре, и даже мука в пакетах настоящая. Такие работы особенно ценят коллекционеры и организаторы выставок, где работы якутской мастерицы экспонируются постоянно. Очень любят его. Образ тоже взят от моих детей, моего сына. Летом он в деревню точно так же ходил, грязненький такой, и искал меня. Семья, родные, любимые дети – главные мотиваторы. Мастерица чтит своих предков, изучает родную культуру. В мифологии и якутских сказках находит свое озарение. На окне уникальная работа, сделанная из обычного дерева. Композиция «Хранительница очага» Харчана делала вместе с отцом, поэтому она особенно дорога. Творение несет особую энергетику и транслирует жизненную мудрость. Вот это дупло нашел мой отец в лесу. Это нарост такой к дереву. И когда я увидела его находку, я попросила у него разрешение забрать, во-первых, и, во-вторых, сделать ему дырку. И получилось у нас дупло. И в этом дупле живут лесные человечки. И вот, например, хранительница очага сидит, ждет своих родных после охоты. Отец придумал к образу целый сюжет, озвучил историю, даже добавил музыку. Получилась прекрасная сказка. Главный посыл работ мастерицы прост – вспомнить детство и окунуться в сказочный мир. А главное – эмоция, которую вызывает кукла. И есть конечный итог творчества художника-кукольника – дарить только радость. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Якутск. Перейдем и к другим темам. В Тампонском районе в селе Тополиное одна из самых актуальных проблем – выезд детей в оленеводческие стада в летний период. Дети уже в марте-апреле выезжают с родителями в стойбище, поэтому еще в 2007 году при Тополинской средней школе был организован кочевой детский сад-школа «Айлик». О том, как учатся дети в таком образовательном учреждении, узнавала Мария Винокурова. В Тополинской средней школе обучается до 40 детей-оленеводов, а в детсаду «Олененок» около 30 малышей. Все они весной своим ходом выезжают к местам работы родителей, а возвращаются в октябре, когда станут реки.
В кочевой школе, кроме учебных предметов, ребята обучаются практическим умениям и навыкам, так называемые уроки предков, часы чумработниц, обучение профессиям оленевода, радиста. Кочевая школа дает практические навыки юного северянина. Это наша традиционная деятельность. Навыки рыболовства, охоты, сбора ягод и лекарственных трав. Это важно для сохранения культуры, быта и родного эвенского языка. Кочевые школы – это будущее нашего народа. Так как проблема выезда постоянная и для ее решения необходимы материальные ресурсы, то часть семей оленеводов оседает в селе, отказываясь от любимой работы до окончания детьми школы. Администрация района, управление образования, местная администрация, а также СПК «Фактория Тампо» и общины не в состоянии оплачивать вертолеточасы для организованного выезда детей оленеводов. Мне нравится учиться в кочевой школе, потому что мама и папа рядом. Мама моя чумработница, и мне нравится ей помогать, помогать посуду мыть, полы мыть. И я учусь в кочевой школе, потому что еще к нам приезжает кочевая школа. В последние годы в селе Тополиное идет снижение интереса к профессии оленевода, считавшейся до недавнего времени династической. Тополинские оленеводы переживают трудные времена. Это нехватка кадров, так как молодежь не хочет идти в оленеводство. Кочевая школа – связующее звено между детьми и родителями, значение которой можно будет оценить через десятилетия. Мария Винокурова, село Тополиное, Тампонский район. И в завершении выпуска о погоде. Усиление ветра прогнозируют в 3 районах Якутии 18-19 марта. Так, в Жиганском районе порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В Анабарском, Булунском районах от 17 до 22 метров в секунду. На побережье от 27 до 32. На юге, востоке, в заречных районах, на западе прогнозируют небольшой снег. 18 марта в Тампонском районе, 19 марта на северо-западе местами умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит минус 25, минус 30 градусов. По Вилюю местами в центральных районах, на юге при прояснении минус 32, минус 37. На северо-востоке, в низинах минус 35, минус 40. При снеге на юго-востоке, востоке и западе Якутии минус 19, минус 24. Днем минус 10, минус 15. На севере минус 17, минус 22 градуса. На юго-востоке, Колыме минус 7, минус 12. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.